Здравствуйте, это программа «Якутия Лайв» в студии Ирина Ефимова. И, как обычно, по понедельникам в этой студии мы обсуждаем актуальные для республики темы с гостями, экспертами, лидерами мнений. Вот уже несколько лет Якутия гордо несет статус IT-флагмана Дальнего Востока. В столице создан один из самых первых и самых крупных IT-парков в стране, а IT-центры существуют в 17 районах республики. Развитие IT-технологий отечественного производства – это одно из главных направлений, на которых сделал акцент президент страны в своем послании Федеральному собранию. И сегодня мы решили поговорить о том, как развивается IT-сфера, какие у нее перспективы и какую поддержку оказывает и оказывает в будущем, покажет в будущем государство. Ну что ж, сколько сегодня вообще в Якутии IT-компаний, что именно они производят? Может быть, Анатолий Аскалонович ответит Да, первым. добрый день, Ирина, добрый день, уважаемые друзья. На самом деле в реестре МСП у нас больше 1400 организаций зарегистрировано с нашим АКВЭДом. Естественно, скажем так, за последние 5 лет это количество как раз пришлось увеличение количества зарегистрированных компаний именно последние 5 лет. Также выросло количество зарегистрированных компаний в реестре отечественных IT-компаний, это Минцифра РФ. То есть только за прошлый год там в этот реестр почти около 200 компаний зарегистрировалось. Это нужно для того, чтобы получать меры поддержки, в том числе федеральные. Там есть налоговые льготы федеральные, как вы знаете, для всех IT-компаний российских, кто в реестре. Доступ там к различным грантам. Ну и, конечно, наша поддержка тоже имеет отсылку на вот этот реестр. В целом мы, конечно, последние тоже 5 лет, могу сказать, видим бурный рост. То есть спрос в целом на IT-специалистов, в целом IT-компаний. Ну и, конечно, по данным 2021 года, мы 2022 год еще в апреле только увидим данные по налогам, по выручке, но 2021 год мы, конечно, держали первое место на Дальнем Востоке, где-то 4,5 миллиарда рублей экспорт IT-услуг был по 2021 году. Мы ходили топ-9 городов Российской Федерации. Ну, первое на Дальнем Востоке — это 90% экспорта. Да? Естественно, конечно, мы видим и по количеству IT-школ в Якутске, по количеству студентов, абитуриентов поступают в колледжи, профильные вузы. И мы видим даже в нашем конкурсе моей профессии ежегодно интерес, спрос у родителей, у детей, у молодежи. Вот, поэтому, конечно, надо сказать, что это количество ежегодно увеличивается. А что именно они производят? Ну, ребята сегодня тоже поддержат меня, На расскажут, что есть но спрос? ну, у нас в целом самое первое — это, конечно, разработка приложений мобильных, то есть для iOS, Android. Это разные компьютерные игры, то есть в этом республика всегда была сильна. У нас очень много компаний, и до сих пор очень много компаний, которые делают различные игры, мобильные приложения. Также вот последний год такой тренд на более серьезные какие-то интеграционные вещи, там CRM-системы, да, какие-то ERP-системы. Даже вот есть программы с использованием искусственного интеллекта. Да. Ну, у нас в студии 3 представителя разных IT-компаний. Давайте на их примере посмотрим, какие сферы. Давайте каждый коротко расскажет про свою основную деятельность. Так, здравствуйте всем собравшимся. Я расскажу про свой проект. Меня зовут Виолетта Никитина. Я сооснователь сервиса по поиску нянь под присмотром. Мы помогаем родителям найти проверенную няню в один клик. И няням мы помогаем зарабатывать, когда им удобно. Коротко так. Меня зовут Афанасий Аргунов. Я сооснователь, генеральный директор компании «Сайберия». Мы разрабатываем профессиональные инструменты для врачей-рентгенологов, в том числе с использованием методов искусственного интеллекта, машинного обучения, компьютерного зрения. Ну, соответственно, мы делаем такой инструмент, который помогает врачу более подробно изучить случай и устранить рутину, и тем самым сэкономить время врача, чтобы качество оказанной медицинской помощи было более доступным и качественным в целом. Николай? Здравствуйте, меня зовут Николай Потапов, я основатель и директор IT-школы ExpoSkills.
Мы занимаемся тем, что обучаем детей после школы разработкам компьютерных игр и программного обеспечения. Но вот тут вышел такой момент интересный, что наши выпускники вот последние полгода начали делать игры и делают игры просто для себя. Поэтому мы решили в нашей IT-школе открыть еще издание компьютерных игр. Мы сами сейчас собираемся издавать компьютерные игры на этой неделе. Наша компания профинансировала 4 проекта от «Моя профессия IT» на 4 разных площадках по 10 тысяч каждому. Это школьным и студенческим командам, чтобы они разработали игры iOS, Android, и мы могли их продать. Вот. Чем мы отличаемся от плеймаркетов прочих? Мы 0 рекламы, 0 навязывания. Это именно возможность детям реализовать свой творческий потенциал. Честно сказать, это мое хобби. Мгм. Спасибо. Ну, на поддержку компании выделяются большие средства. Например, компания «Алроса», я знаю, что в течение 3 лет выделит 100 миллионов рублей для поддержки инноваций, реализации проектов, которые направлены на импортозамещение программного обеспечения. Именно вот как компаниям стать претендентами на получение этой поддержки? Может быть, Василий? Да, с удовольствием расскажу. Действительно, мы вот в этом году начали такую программу с компанией «Алроса». И сейчас это на самом деле большая возможность для наших стартапов как раз вот уже в виде клиентов иметь крупных корпоративных заказчиков. И основной критерий, это, конечно же, регистрация на территории Республики Саха-Якутия этих организаций, обязательно статус резидента IT-парка города Якутска, также наличие опытной команды, ну и предыдущий опыт работы в реализации подобных проектов. У нас создан специальный орган, это Совет по импортозамещению ПО. Туда входят 2 представителя с компании «Алроса» и 2 представителя с нашего фонда. И, соответственно, вот эти 4 человека, они вот коллегиально будут принимать решение о том, будут ли инвестированы те или иные проекты. Мгм. А компании просто подаются, да, в смысле? Ну да, я расскажу. На самом деле, вот это механизм новый. Задача-то какая у нас? Мы же всегда говорим, что санкции — это время возможностей. На самом деле, действительно, санкции коснулись всех компаний, в том числе и «Алроса». Мы эту работу вели больше года с компанией «Алроса», да, проводили очень много совещаний, круглых столов, в том числе и на техническом уровне. И задача не просто там поддержать местные эти компании, именно создать продукты, которые будут в дальнейшем внедряться в компанию «Алроса». То есть мы будем создавать продукты, наша компания будет создавать продукты, которые, скажем так, в том числе импорты заместят те задачи, у которых Которые стоят перед «Алросом». перед «Алроса», да. Но хотел же продолжить, да, вот Василий Васильевич, у нас помимо этой поддержки меры в прошлом году главой республики на уровне оперштаба было принято решение о поддержке местных компаний. Очень быстро, там буквально в конце марта оперштаб по экономике принял решение поддержать IT-компании в размере от 5 до 10 миллионов рублей. Было выделено венчурной компании 210 миллионов рублей, и более 20 компаний воспользовались этой поддержкой, получили средства через Фонд развития инноваций и тем самым сохранили рабочие места. То есть они тратили эти деньги на, скажем так, поддержание своей команды в республике, да, и, конечно, вкладывались в собственную разработку. Да, и мы вот видим, что мы на Дальнем Востоке это единственный такой субъект, кто так сделал, и очень хороший фидбэк получили от компании, потому что, ну, как сказать, своевременная такая была тоже мера поддержки. То есть это вот те 210 рабочих мест, до которых удалось сохранить в этой сфере, о которых говорилось в отчете правительства. Конечно, но на самом деле надо нам понимать, что вот эти санкции, которые вводятся, да, зарубежным странам, они, конечно, по IT-компаниям очень сильно бьют, естественно, да, потому что очень много площадок бытовых, да, площадок, через которые продаются решения, они зарубежные. Естественно, российские компании, которые работают на экспорт, испытывают различные сложности, но я хочу сказать, что вот по прошествии года можно сказать, что рынок адаптировался к этому. В принципе, ребята научились работать в этих условиях, и мы видим, что та мера, которая была в прошлом году поддержана главой республики, реализована правительством республики, она пошла на пользу. Ну, это такая экстренная была мера, а вот среди регулярных мер я знаю, что акселератор B8 проводится с 19-го, если я не ошибаюсь, года, да, и уже его прошли более 80 стартапов, причем примерно половина из них, может быть больше, получили серьезную финансовую поддержку. Вот.
По-моему, Виолетта... Да, все верно. Мы являемся выпускниками акселератора B8. Вот А, как вы туда попали, во-первых, мгм. да, и как это вам помогло? Так, ну мы попали туда, нас оценивали эксперты, когда мы попадали. Мы были как раз-таки в начале нашего пути. На Мы этапе идеи. Нет, не на этапе идеи, на этапе разработки и на этапе размещения приложения в магазинах как раз-таки. То есть у нас акселератор стартовал, и как раз-таки приложение пошло. Ну, для сравнения, да, если так сравнить наши показатели, когда мы только пришли в акселератор, где-то через недели две у нас было около 200 пользователей, около 3-4 заказов ежедневно. По истечении трехмесячной программы акселератора у нас уже было 3000 пользователей, и там 300 нянь было, и ежедневно 40 заказов. Сейчас этот показатель у нас 5000 клиентов, 500 нянь, и ежедневно мы обрабатываем 50 заказов. Вот, ну, если, ну, я думаю, довольно наглядно. Ну, как бы цифры что- говорят сами да, за себя, да? И это очень нам помогло. Мы выражаем благодарность акселератору, потому что это реально придало нам ускорение. Ну вот, может быть, подробнее про акселератор Василий Да, расскажет? да, конечно. У нас выпускников на самом деле более 100 уже. Вот, профинансировали 54 компании. Ну, насчет существенности инвестиций несколько, наверное, преувеличено, но мы даем порядка 1,5 миллиона рублей. Но, в принципе, вот на самой ранней стадии развития проекта это достаточно вот такая сумма, которая позволяет подтверждать хотя бы, гипотезы. да? Да, запустить, протестировать рынок и так далее. Вот. Акселератор у нас запустился с 2019 года. У нас уже 8 потоков. Как вот состоит из чего акселератор? Это трехмесячная программа, у нас есть программный директор, также вот есть наставники, это опытные предприниматели технологические, либо инвесторы, которые вот наводят, так скажем, дают задачи стартапам в течение, вот, например, вот недели. И также вот у нас применяется институт трекеров. Трекер — это помощники, так скажем, наставников и помогают стартапам достигать их целей. Они анализируют регулярно, почему цели не были достигнуты или наоборот, там, да, ну и помогают вот как путеводители, так скажем. И программа длится 3 месяца, все завершается у нас демо-днем. Как правило, у нас финансируется порядка 6 проектов за поток, то есть 12 проектов в год. То есть не все получают финансирование, но это всегда такой момент, там, когда вот мы определяем финалистов. Также у нас работает комиссия по проектам, которая принимает решение, рекомендует о финансировании проектов или нет. Вот. Но, как бы, к сожалению, финансирование получают не все. То есть, вот, Ну что ж, отбор мы очень строгий. продолжим после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Это программа «Якутия Лайф». Мы продолжаем обсуждать развитие IT-отрасли в Якутии. И перед тем, как уйти на перерыв, мы как раз разговаривали об акселераторе. Василий, продолжайте, пожалуйста. Ну, в принципе, ты уже рассказал, как действует наш акселератор. Это вот, повторюсь, это институт наставничества, институт трекеров. Также есть программный директор, который координирует всю деятельность. Ну и в течение 3 месяцев главная задача — это вот тестировать гипотезы и пробовать выходить на выручку. Мы на самом деле, конечно, любим, когда к нам приходят компании уже с выручкой, ну или те, которые, так сказать, перейти, как уйти в цифру, сначала вот попробовали это вне цифры, там, да, ну или, например, не создавая приложение, уже пробовали делать свои продажи там путем объявлений и так далее. Вот как раз вот проект под присмотром, вот одни из них, да, потому что, ну, тогда комиссии, как мне рассказывали, очень понравилась вот их презентация, также вот анкета, и один из ключевых факторов там, включения в акселератор было то, что они уже на тот момент попробовали зарабатывать, там, да, не имея вот приложения, но тем не менее также уже сами вложили там собственные средства в разработку своего сервиса. Это также вот мы приветствуем. Я хотел бы добавить, да, есть очень важный момент. Дело в том, что ну, у нас много кто куда ездит, да, везде там по миру ездят, очень много в других городах, да, и на самом деле, когда мы там лет 10 назад начинали в Якутске вообще развивать IT, вот была ассоциация развития IT-отрасли, да, и, конечно, ну, на самом деле, таких, как Якутск же, ну, город мы сравнимый, допустим, Тюмень, Сургут, да, такие вот далеко от центра, да, там 300 тысяч там с лишним населения, да, и, в принципе, так называемый, в общем, если по-русски говорить, то все зависит от воронки проектов, да, то есть все говорят, что нужно быть, чтобы был город-миллионник,
чтобы было много там заявок, там, да, приезжих, там, скажем так, да, и так называемая воронка проектов, да, и у нас всегда Якутску говорили, что, ребята, вы, конечно, может быть, талантливые ребята, но у вас всегда будет мало проектов, потому что у вас маленький город, но жизнь-то показала, у нас сейчас только в IT-парке там больше 150 компаний, да, и вот только в акселераторе уже за 3 года там прошло там больше 100 компаний, да, и это очень важно, потому что это выстроена вся целая экосистема. Вот сегодня будем разговаривать про школьное IT, да, про вузовское IT. У нас до акселератора есть предакселерационная программа нашего студенческого инкубатора «Орех». Мы очень плотно работаем с Северо-Восточным федеральным университетом, да, с колледжами, там, с АГИКИ и, конечно, вот, с районными IT-центрами. И вот эта экосистема позволяет, чтобы на разных стадиях мы вот, ну, как все время сравниваем себя со школой борьбы там, или спортивной школой, что у нас очень хорошо подготавливаются ребята, да, и вот, конечно, когда появляются такие чемпионы, я все время говорю, что будут появляться новые компании, да, и это IT-предприниматели, не просто программисты, это IT-предприниматели. И это очень важно. Поэтому вот в Якутске, да, вот подытаживаю, хочу сказать, что вот от школьной скамьи там, до уже взрослых компаний у нас выстроена такая вот, ну, скажем так, дорожная карта, по которой по каждой стадии ребята проходят постепенно, да, в течение 5, 6, 7 лет, да, и добиваются успеха. А как быстро вот айтишники реагируют на требования рынка? Я знаю, что вот когда в COVID-19, когда началась эпидемия, да, оперативно отреагировали, начали разрабатывать соответствующие решения, в том числе разработали, ну, в общем, методы анализа изображений с помощью технологий искусственного интеллекта для постановки диагноза, в общем, быстрой. Да. Расскажите. Ну, на самом деле мы изначально... Вы тогда резидентами технопарка были? Да, нас основатели компании двое. Я и Игорь Савин, он врач-рентгенолог. Мы у нас в больнице работали. То есть я в больнице работал, он в больнице работал. И мы изначально имели какую-то научно-исследовательскую работу. То есть у нас была научно-исследовательская работа, мы что-то пытались сделать с легкими, что-то какие-то обработки пытались сделать. И то есть вы в IT пришли из медицины, да, получается? Да, из медицины, мы непосредственно в больнице работали. И мы это все обрабатывали, и когда наступил ковид, мы поняли, что наши, на самом деле, наработки идеально подходят под условия ковидной пневмонии. И вот мы начали уже искать исследования. Исследований вообще не было вначале. Там одно исследование в городе было, которое можно было найти, посмотреть. А потом их начало появляться больше, больше, больше. И тут на самом деле больше поддержка от самих медорганизаций. Если бы сами медорганизации нам навстречу пошли, не поддержали бы, у нас бы просто исследований не было бы. И по сути это совместная работа вместе с врачами, вместе с медорганизациями. Мы бок о бок уже рядом сели с врачами в красных зонах, начинали там устанавливать программы, компьютеры. Вот венчурная компания предоставила, мы их установили, начали обрабатывать. И в итоге у нас начал нарабатываться именно тот базис, такой, который и привел к тому, что мы уже начали очень активно продуктовую линейку развивать. Вот, и на самом деле вот ковид именно был тем толчком, когда наши технологии, они вперед скаканули резко. Ну и получается, ведь вот эти ваши технологии, она не только в Якутии ведь востребована, она же, да? Да, мы сейчас работаем в 10 регионах страны. Мы до 22 года работали и за границей, пытались там... Ну, то есть мы, в принципе, нормально общались и с заграничными медорганизациями, партнерами и так далее. И в стране много исследований проводили. И сейчас самое главное, более того, у нас вместе с ведущими институтами страны в Москве, это Перговский, Герцен, и, допустим, там со Склифосовского и Экскомнарка это переговоры есть, мы с ними уже проводим совместные исследования. То есть они являются уже, по сути, заказчиками некоторых исследований, которые мы уже проводим совместно с ними. У них есть научная база, у нас есть технологическая база, и мы выстраиваем это все в продукции. В последующем мы это, конечно, будем внедрять, продавать и все, ну, то есть в жизнь приводить. Вот. И вообще, в целом, если говорить об этом, то тот подход, который у нас здесь в Якутске оказался, когда совместно с врачами бок о бок сели и развили, этот подход, он работает. И он работает и в других регионах, и сейчас более-менее хорошо становится. И конкурирующие компании появляются, и рынок развивается в целом. И, соответственно,
такие вызовы, как ковид, они очень быстро отражаются на самом деле на самих компаниях, на том, что они делают. И, Ну, получается, что вы были первые, да? Нет, это не первая история. Мы были Или вы просто, одни или из у вас первых. просто все сложилось так, Да, что... у нас просто действительно все сложилось. У нас столько звезд сложилось, что непонятно. У нас и врачи, и айтишники, все было готово к тому, чтобы начать это делать. Ну да. Но мы немножко сейчас по-другому думаем, что уже с опытом мы сейчас считаем, что денег стартапам нельзя давать. Ага. А как вы считаете, что нужно давать? Надо, чтобы они зарабатывали. То есть, а что давать? Только, ну, знания там... Да, если стартап уже начал зарабатывать, он что-то умеет делать, деньги надо давать на масштабирование. То есть, чтобы он больше рынок смог захватить. Ага. А на этапе идеи денег давать не На надо? этапе идеи надо голодным быть. Надо быть голодным. Василий, вы как считаете? Но на самом деле это зависит от ситуации, там, да, потому что Сайбири как раз вот наши выпускники, в которые мы не профинансировали, видимо, это часть вот успеха, возможно, там, да, вот, и часть вот их философии, вот, но на самом деле в любом случае у нас не очень вот развито, так скажем, сообщество бизнес-ангелов, это инвесторы вот на ранней стадии, которые, как правило, предоставляют финансирование, поэтому мы вот как государственный фонд закрываем вот этот пробел, и предоставляем как раз вот финансирование, которое вот необходимо на старте. У нас потому что ну, сильно не практикуется, когда, например, там, родители или дядя, тетя там, дают деньги молодому там, предпринимателю, да, для того, чтобы он пробовал там, создавать свой бизнес. Поэтому, но это обязательное условие, потому что так или иначе все проекты они проходят через определенные стадии. Ну, такие примеры есть. На самом деле, я хочу сказать, что, ну, поддерживая и Василия, и Афанасия, знаете, вот мой опыт показывает, что на самом деле все говорят правильно, на самом деле, да. Кому-то денег не надо, кому-то надо, на самом деле. Всем денег надо, мне кажется. Нет, вот я очень важный момент просто хочу сказать, что на самом деле вот это так называемое самое сложное время, она называется долина смерти, первые там от года до 3, да, когда очень много, это знаете, вот был в National Geographic, там черепашки ползут к воде, и там не все черепашки доползают, да, и там птицы клюют, там кто-то там где-то там что-то в песке застревает там, да. Вот то же самое со стартапами. Очень много, это не только якутская статистика, очень много стартапов не доходит вот до этой пресловутой продажи первой, да. И поэтому у нас с этим много раз спрашивали в технопарке, а почему у вас там есть компании, у которых нет выручки. Не, ну считается же вообще нормально, что 1 из 10, по-моему, становится. Ну, вообще везде по-разному. Где-то 1 из 100, говорят, там, да, в Силиконовой долине, там, да. У нас там где-то 50/50 в среднем, да, но я хочу сказать, что в целом любой вид поддержки, вот там, будь то компьютерами помогли, да, это же тоже денег. Эти компьютеры тоже купили Афанасий, да, будь то помещение, да, в котором вот они сейчас находятся, в IT-парке, это тоже стоит денег. Мы сдаем в технопарке льготную аренду, в прошлом году вообще 9 месяцев бесплатно без аренды сидели. Я вот просто езжу по всем субъектам и говорят, вот условия в Якутии, конечно, шикарные, потому что ни на Камчатке, ни в Южно-Сахалинске, там, ни в Владивостоке таких условий нету, ни в Хабаровске. Все вот нам стартапы приезжают, удивляются, как вот льготная аренда, акселераторы там, да. В Татарстане похоже, наверное. Деньги. В Татарстане, да, вот Новосибирск, Татарстан, Москва, вот такие крупные города, где действительно такая инфраструктура создана. А из таких дальневосточных Якутск, наверное, единственный, и это прекрасно. То, что касается денег, на самом деле надо деньги на ранней стадии давать, но у нас же они не грантовые, да, это опционы, мы покупаем право приобретения доли, да, этой проекта, такой, ну, венчур, скажем так. Поэтому, Ну, то есть они должны потом отработать. конечно, деньги. конечно, мы можем эту долю продать, мы одну долю уже компании продали, мы на этом заработали денег. В принципе, мы считаем, что такой подход на разные стадии, вот компания Сайбири профинансировала фонд «Восход» частный. Да, это фонд, который создан как раз ну, для финансирования стартапов на Дальнем Востоке в том числе, да, и я сумму не буду говорить, но сумма там приличная, да. Просто, ребята, на каждой стадии, когда ты проходишь, у тебя кажется, что надо было не так, да, там. Допустим, там с Майтоной мы в свое время разговаривали, говорят, ну вот нам нужно, просто только кадры нужны, да, нам нужны люди, денег нам не надо, ну потому что денег хватает уже. То же самое, а когда стартап приходит, там стучится в студенческий инкубатор, говорит, дайте нам хотя бы на тот же доширак, да, чтобы хватило команду кормить. А вам помогали, Николай? Ой, мне кто только не помогал. И я вообще начинал вот историю бизнеса IT, не с IT, я начинал ее, вот видите, пол. Вот моя задача была, чтобы пол был чистый. Здесь пол не чистый. И мне бы акт не подписали бы, я получил бы штраф. И это была реальность, это была моя реальность.
150 человек, уборщиков и дворников, это был мой стабильный клининг, это была моя работа. И в какой-то момент я понял, что надо масштабироваться, именно не шире идти, а как-то в высоту. Поэтому решили пройти путь модернизации. Поверили в молодых ученых из СВФУ, кстати, и большое уважение нам было оказано от Евгении Саевны Михайловой. Нам дали возможность работать в лабораториях, нам дали студентов, преподавателей. Мы сделали роботов Ведроид. Да, правильно говоришь, Афанасий, не надо давать деньги, надо их отбирать. Мы брали тендер, деньги не тратили на себя, все деньги вкладывали в разработку. Потом, через 3 года разработок, мы, получается, вошли в такую долговую яму, где-то на 6 миллионов долгов. Мы смогли сделать прототип, вполне таки работающий. И как раз в Казахстане, кстати, классная история, еще с 2017 года говорил, что в Казахстане можно делать бизнес. Никто меня не слушал. Сейчас пол Якутии в Казахстане. Тогда я сказал: ребята, едете в Казахстан, делайте там продажи. Первые продажи получились, и пошло. Ну, теперь как Это промышленный робот-пылесос, грубо говоря, да? Это был промышленный робот-уборщик-пылесос. Ведроид — это мой стартап, один из моих стартапов. И в какой-то момент все дело заглохло, потому что мы не доработали технологическую составляющую. Вот о чем вот Афанасий верно говорит, надо вкладываться в то, чтобы звезды давали еще и интеллект. А мы ставку сделали на маркетинг, да, получилось продать, но в технологическом плане у нас недоработка была серьезная. И эта проблема до сих пор глобально не решилась. Мы выявили проблему, оказывается, это программное обеспечение. Не написаны алгоритмы, нет такого кода, который мог бы большой объем техники заставлять двигаться. Но мы эту задачу сейчас уже относительно решили, благодаря аутдор-технике, которая работает на улице. Делаем радиоуправляемые уборщики улиц. И это называется Ведроид Батрак. Это техника с коллаборацией с технологическим предприятием. А другая часть моей команды открыла IT-школу ExpoSkills, где мы где мы обучаем детей компьютерным играм, пишем программный код и как раз собираем те алгоритмы, которые нам бы дали возможность этого искусственного интеллекта пресловутого разработать. Мы вернемся в студию после небольшого перерыва, не переключайтесь. Это программа «Якутия Лайф». Мы продолжаем. Говорим сегодня о развитии IT-отрасли в Якутии. Ну и вопрос такой. Мы как раз разговаривали до перерыва, да, о том, что одна из компаний говорила: нам нужны только кадры, денег нам не надо, нужны кадры. Вот что с кадрами? Насколько хватает кадров? Так, я расскажу про конкурс. У нас с 2016 года идет республиканский конкурс «Моя профессия IT». Из названия понятно, что тут вопрос, да, то есть про кадры и про профессии. И на сегодня очень большое внимание уделяется IT-специальностям, да, то есть и мы вот как организатор проводим уже более 7 лет данный конкурс, рассказываем детям, какие есть востребованные профессии, да, какие есть функции выполняются. И очень большое внимание уделяют вот сами вот школьники и родители, да, потому что в этом конкурсе особенность этого конкурса — это не только чисто программисты участвуют, там есть у нас роль менеджера, который должен руководить процессом, создавать именно такой бизнес-процесс создает, да, и продвигать именно данный продукт. Также у нас есть дизайнер, человек, который отвечает за визуальную концепцию и прототипирование интерфейса. Соответственно, в этом конкурсе у нас участвовало уже более 10 тысяч участников. На сегодня он является одним из самых масштабных конкурсов, который ежегодно охватывает более 1000 участников. Сейчас у нас идет отборочные этапы, идут по всей Якутии. Это в рамках да, молодежного фестиваля Мусустар. И в 20 числах у нас пройдет огромное крупное мероприятие уже в очном формате, куда придут именно лучшие команды со всей Якутии. Вот. Но это мы говорим про школьников и студентов, правильно я понимаю? Да, школьники уже участвуют с 7 по 11 класс. Как раз тот возраст замечательный, когда человек уже сам определяется, кем он хочет быть. И как раз мы говорим, что есть востребованность. Вот как вы сегодня были и свидетелями, да, у нас создано в Якутии очень много экосистем, да, и мы работаем со школьниками то
то есть до компаний, которые будут создавать именно продукты. Соответственно, тут у нас участвуют в организаторах есть и представители, да, как раз вот Василия, да, венчурной компании Кутия фонда, и IT-компании, и они тоже участвуют в данном конкурсе как менторы, эксперты, люди, которые имеют опыт. Вот. Хотелось бы сказать, что мы тоже участвуем в различных мероприятиях в разных городах, и мы встречаем очень много ребят, своих выпускников, которые прошли конкурс, и они как бы заслуживают такие, занимают хорошие места. Вот. А у вас, Николай, какого школа, на кого рассчитана, на какой возраст? Возраст от 7 до 16 лет. У нас больше 110 учеников, которые платно занимаются. У нас мы обучаем их по разработке программного обеспечения, компьютерным технологиям, приложения разрабатывать, 3D-моделирование и разработка компьютерных игр. Якутск верит в разработчиков игр. Якутск верит в инди-разработчиков. И Якутск верит в то, что маленькие дети, 14-летние, могут уже зарабатывать. Мы профинансировали на сегодняшний момент, 3 команды из моей профессии IT. Вчера выделили сертификаты по 10 тысяч рублей. На этой неделе с ними заключаем эксклюзивные контракты на продвижение их проектов. И это дети все от 14 до 17 лет. Это студенты и школьники. Мы верим в них, и мы верим, что у них получится. Далее, я считаю, что бизнес, стартап, это все-таки достаточно агрессивная среда, где надо немножко постараться, чтобы выжить, именно твой стартап выжил. Но это же здорово, когда твой оппонент, он просто хочет тебя помочь прокачать. И в Якутск это возможность, где есть сотни оппонентов, которые помогают тебе найти себя, лучше себя преподнести, разработать свою продукцию и вынести на ура. Поэтому я считаю, что зря ребята уехали. Здесь дома намного лучше и комфортнее и эффективнее заниматься, разрабатывать свои продукты. Но означает ли это, что проблем у нас с кадрами в IT сейчас? Ну, я хочу сказать, как. Мы Готовим достаточно? Да, возьму на себя роль чиновника, тем более я чиновник, да. На самом деле, действительно, хочу сказать, что кадров вообще вот удивительно, что айтишников не хватает во всем мире. Это надо честно признаться. В России по разным подсчетам тоже, это еще до пандемийные расчеты, в разные подсчеты компании говорят, что около 1 миллиона человек не хватает, да. В Якутске, естественно, тоже, скажем так, ну, как сказать, да, допустим, мы же говорим допустим, учителя то есть, или допустим, врачи да, все же в IT-отрасли тоже есть разные уровни разработчика. Есть джуниор, есть мидлы, да, есть уже синьоры, да, которые более... Конечно, на разных стадиях не хватает таких фулл-стек разработчиков, которые уже на хорошем уровне, да. Естественно, там и зарплата выше. Да, здесь надо тоже понимать, что зарплата айтишников на самом деле высокая, больше, мидлы получают 150 тысяч и выше, да. Джуниоры меньше 70-75 никто не зарабатывает, да, естественно. Поэтому рынок такой хороший, привлекательный, но все равно нехватка кадров есть. Поэтому вот в этом году принято решение нами, мы вместе со Сбербанком, у Сбербанка есть прекрасная программа переподготовки, то есть это не только дети, а именно 18 до 65 лет. То есть 40 лет можно, в 50 лет, в 35 переобучиться на программиста. Эта школа бесплатная. Мы открываем ее вместе со Сбербанком в сентябре этого года. Это онлайн-обучение? Это офлайн обучение, будет прямо как школа. То есть отбор будет проходить летом. Внимательно следите за информацией. То есть бесплатно, но на конкурсной основе? На конкурсной основе надо пройти тесты, сдать определенные тесты, пройти так называемый бассейн, у них называется проплыть, да, и, соответственно, обучение длится где-то от 1,5 до 2 лет. После чего вы доходите до очень хорошего уровня, где по статистике такая школа есть в Москве, в Казани и в Новосибирске, будет открываться в Якутске, и, соответственно, все, кто закончил школу, это 100% трудоустройства. Туда могут идти люди, которые хотят повысить квалификацию, перейти на другую профессию, то есть получить знания именно только в разработке. Там примерно 18 направлений разработки. От DevOps, UX, UI, заканчивая C++, C#, Java, Python и прочее. То есть это очень классная возможность людям спокойно прийти и бесплатно отучиться. Потому что мы считаем, что все равно в IT-отрасли все равно кадров пока не хватает. А насколько вообще бизнес готов вкладываться сейчас в IT-отрасль? Если Бизнес про готов. Сбербанк мы говорим, про Алрос. Да, бизнес готов. Почему? Я объясню. То есть на самом деле
Вот я все время рассказываю про IT, да, у нас IT это не микроволновка, как бы, да, это история постоянно развивающаяся. То есть это технологии, стек технологий меняется ежегодно. То есть это та отрасль, которая будет постоянно развиваться. Количество пользователей в мире растет, там, да, количество запроса к IT растет. То есть если вы берете медицину, да, строительство, образование, там, вот, телевидение, да, все делается на основе IT-архитектуры, IT-решений. Естественно, сейчас страна огромная средства вкладывает на импортозамещение, да, нам нужно свою импортонезависимость сделать. Ну и опять же... Цифровой суверенитет. Да, суверенитет и опять же опережение цифровое, да, то есть Мгм. нужно какие-то делать сквозные технологии, да, тот же искусственный интеллект, тот же блокчейн, тот же большие данные, там, да, машин learning, там, да, именно в опережающем развитии. И это, конечно, будет расти. В ближайшие там, ну, 15, 20, 30 лет это только будет развиваться, и она будет еще, наверное, там, с биотехнологиями смешиваться, там, биоинформатика появится. Поэтому мы, как республика, которая уже сделала задел за 10 лет, мы видим в ближайшие 10 лет только рост в этом направлении. И мы будем, как республика, продолжать эту же политику, вкладываться в IT-отрасль. Мгм. И мы сегодня говорим уже не только о том, что вот школьники должны учиться Да. идти Ну и на взрослое айтишника, население. но и взрослые могут войти в IT, да, Да? со своими наработками, со своими там какими-то скиллами по основной профессии, да, и это может быть не менее востребовано. Очень важно. На самом деле вот, в Якутске много ребят в деревне, в деревнях есть ребята, которые можно работать удаленно. На самом деле вот, пандемия же показала, что вот как раз и вот эта перегруппировка айтишников тоже показала, что не важно, где ты находишься, важно, ну, чтобы твои знания. Поэтому надо, наше население, мы видим, что реально там 10 тысяч человек спокойно в этой отрасли может работать, зарабатывать либо на внутреннем рынке, либо на внешнем, либо работая удаленно, да, удаленные команды. Потому что все команды IT, даже я думаю, что и у Афанасия есть разработчики не из Якутска, да, пожалуйста, то есть можно нанимать ребят там из разных городов и делать свой международный IT-бизнес. Ну что ж, на этой прекрасной ноте, наверное, все и завершим. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас на телеканале «Якутия 24» по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.